Житель Ставропольского края, известный ведущий, певец и актер стендапа Даниил Исакаев запустил приложение «Даслар ТВ». Сам Даниил позиционирует его как ногайское народное телевидение. Подробнее о том, где можно его посмотреть и что планирует вещать на «Даслар ТВ», узнал наш корреспондент Ашемес Пхешхов. Комната, стол и мощный компьютер – все, что нужно для современного телевидения 21 века. Технологии не перестают удивлять. Всего пару кликов на клавиши и очередной материал загружен, а аудитория не ограничена географией. Канал наш уже смотрят на Кавказе, на юге России, смотрят в Москве, смотрят на севере, это Сургут, Новый Уренгой, Норильск, где много живет наших соотечественников. Они все звонят, пишут, благодарят, потому что, находясь там, им очень приятно видеть родные земли, родные мотивы услышать, посмотреть родные программы и услышать родную речь на канале Даслар ТВ. Актер стендапа, любимый тамада и певец Даниил Исакаев уже много лет объединяет семьи. А вот объединить ногайский народ с помощью современных технологий он решил совсем недавно. Посоветовался с друзьями, посоветовался с коллегами из разных каналов. Кто-то помог деньгами, в основном сам вложился, почитал книги, посмотрел интервью разные и начал делать. И через, наверное, 6 месяцев уже какой-то зачаток канала у нас уже родился. Это огромный титанический труд, который эти ребята Даслар ТВ проделали и достигли. Все-таки телевидение, я так думаю, что это и знание языка, это и знание своей истории, своей культуры, к чему мы все стремимся. Контента, которым наполняют ногайское телевидение, сегодня не хватает. Но это вопрос времени и желания представителей народа иметь свое телевидение. Дело в том, что сейчас канал держится на личном энтузиазме Даниила. А вот помочь в его развитии может каждый, кому интересна культура ногайского народа. И сделать это очень просто. Нужно зайти в App Store или Google Play, скачать приложение Даслар ТВ и оформить подписку. Канал сделать это полдела. Надо потом еще работать, надо его заполнять контентом. Это была вторая наша сложность, но нашлись энтузиасты, ребята, которые помогают. Я очень хочу, чтобы народ меня поддержал, нас поддержал, потому что мы это делаем только для них. И если будут зрители, мы будем им благодарны и будем для них создавать все более и более интересные программы. Уже сейчас на Даслар ТВ можно ознакомиться с интересными материалами. В ближайшее время будут разделы для детей, интервью, а также хроники ногайского народа. Ашемес Пхешхов, Иван Дацунов, Сергей Кочетков и Олег Нежевязов. Вести, Ставропольский край. Ну а далее в эфире часть интервью с создателем ногайского народного телевидения Даниилом Исакаевым. Сегодня ты известный ведущий, певец, актер стендапа. Но еще недавно Даниила никто не знал. Чем ты занимался раньше? И расскажи немножко о своем творческом пути. Из всего списка, который ты назвал, певцом я, наверное, не являюсь. Одна песня записана, не дает права этого говорить. Но этот клип и люди запомнили, с тех пор называют некоторые меня певцом. Родился в Дагестане, учился в городе Махачкала, окончил биологический факультет Дагестанского государственного университета. Во время учебы были сложные времена, начало нулевых. Я все время себя искал, чем же я буду заниматься, кто я такой в этой жизни. Подрабатывал на стройке, но времена настали еще тяжелее. И уехал работать в город Сургут. Там, имея высшее образование, владея языком, я тоже подрабатывал на стройке. Большая компания нефтяная. Но ты работал преподавателем? Или Нет, же я не по специальности? Не по специальности. Я перешел на заочное обучение в университете и поехал работать в город Сургут. Большой город, куда все наши, все многие народы едут за большим длинным рублем. Я также поехал в надежде на что-то. Вначале очень плохо получалось, работу менял постоянно, денег не хватало. В одной квартире нас жило, например, 16 человек, двухкомнатной квартиры. Вот такие были сложные времена. Потом случайно увидел объявление, что требуется грузчик в магазин бытовой техники. Ну, думал, хоть в тепле поработаю. Пошел работать грузчиком. Посмотрел, как работают продавцы, понравилось, попросился. Через буквально 10 дней я перешел работать продавцом. Вначале очень плохо получалось, чтобы вы понимали. Мне поставили продавать стиральные машины, автоматы, а я тогда их видел впервые в жизни. То есть я не понимал, как вода оттуда не выливается. Но в первый же день я украл все инструкции со всех стиральных машин, отвез их домой, изучил, и через месяц я был лучшим продавцом в этом магазине. Полное интервью с Даниилом Исакаевым выйдет на канале «Кавказ-24» в нашей новой программе «Кавказский характер». Премьера ее состоится ровно через неделю, в следующее воскресенье в 11 утра. Затем повтор в 19:00. Включайте «Кавказ-24».